Добрый день, уважаемые уфимцы и гости столицы. Я рад вас приветствовать. 16 часов 9 минут уфимское время. У нас третья игровая неделя Башкирской хоккейной лиги, или третий игровой день, но проходит этот день раз в неделю. Называйте кому как удобнее. В рамках первой встречи встречаются команды «Уралец» и противостоять ей сегодня будет или скрестит клюшки команда акционерного общества «Транснефть-Урал». Нефтяники играют в форме белой по левую руку от нас. Что касается уральца, они традиционно в зеленой форме. Вот выход «Транснефти» уже первый 1-1 с голкипером устремляется нападающей команды. Но пока взятие ворот на первых минутах вот так вот спонтанно, можно сказать, у нас не получается.
Уральцы, вдохновленные победой во второй серии игр, они, позволю себе напомнить, играли с командой БЭСК. Вот завершилась эта встреча со счетом 9-4 в пользу уральца. Отличились заброшенными шайбами Илья Джиганенко. Забил сразу 3 шайбы. Насколько помню, по 2 шайбы забросили Антон Матрёнин и Камиль Ахунов. А здесь у нас пока вот такая вот напряженная обстановка уже с первых минут становится возле ворот голкипера уральца. К слову будет сказать, обороняет раму ворот Алмаз Хасанов, номер 1. С составами обязательно познакомимся. Обсудим по ходу встречи и прошедшие игры, как они сложились ранее у этих коллективов. Ну и также понаблюдаем за ходом развития событий, потому как вот лично мне этот матч, он очень интересен, да, потому что соперники действительно достойные. Уралец обыграли 9-4. Команду БЭСК, я уже говорил об этом ранее. А что касается Транснефть Урал, то они в предыдущей игре, которая состоялась на прошлой неделе, встречались с командой Баш РТС и обыграли этот коллектив со счетом 9-0, дорогие друзья. Ильгиз Ирназаров забросил 3 шайбы. Также взятием ворот в том матче отличился Михаил Тряскин, Данил Дюрягин, Альберт Шатунов, Михаил Кожев, Тимур Нуркаев и Эдуард Герасимов. Ну, практически все составы. Всех уже я игроков перечислил, но нет, дорогие друзья, по составам все-таки мы с вами пройдемся. Ну и давайте начнем с наших номинальных гостей, пока они в атаке. Понаблюдаем за развитием этих событий. Здесь дальний бросок у нас от синей. Не точно. Шайба за воротами. Хасанов накрывает. Состав команды Транснефть Урал выглядит следующим образом. Пара голкиперов: Ильдар Султанов, номер 22, Евгений Брындин, номер 60. Именно он обороняет ворота команды нефтяников в этой встрече. Полевые игроки: Антон Пономарев, номер 5, Альберт Шатунов, 7. Вячеслав Шлыков играет под номером 9, Михаил Тряскин, 10, Фахридинов Айрат, 11. Пока понаблюдаем за атакой белых. Ну, перехват от уральца не удается. За воротами уже тут же подхватывает шайбу. Скидка на центр, бросок неплохой в исполнении Захарова, но как-то уж, так скажем, для Хасанова словно семечки, да, это было. Разгрыз он сейчас из кармана, вытащил горстку семечек и утилизировал их. Ну, так смотрелось это со стороны. Я ничем не хочу, конечно, здесь про Семена Захарова что-то сказать. Возможно, неудобно было бросать, возможно, еще какие-то обстоятельства повлияли на это, но вот со стороны бросок смотрелся именно так. Едем дальше по составам. 12 номер в команде Транснефть Благинин Алексей, 16 Александр Мирюстай, Сергей Лебедев играет под номером 17, 19 Дмитрий Козлов, 20 Михаил Кожев. Пока у нас в атаке уралец и Матрёнин на острие атаки. Впрочем, как и обычно, действует этот игрок и организатор Башкирской хоккейной лиги. А пока продолжим по составу. Дмитрий Козлов, номер 19. Это все нефтяники у нас идут. Михаил Кожев, 20. Тимур Тагиров, 21. Иван Терехин играет под номером 25. Александр Елизарев, 29. Ильгиз Ирназаев, номер 47. 48. Эдуард Герасимов. Дюрягин Даниил, номер 55, и Семен Захаров, 57. Мы о нем недавно говорили. Под 71 номером играет Коркин Станислав, Тимур Нуркаев, 87, и номер 89 возит, катает на своих предплечьях и спине Ильшат Галиуллин. Вот таким составом представлена у нас команда. Дальний бросок в исполнении уральца, но пока Брындина этим удивить не получается. Иванов в атаке у белых оторвался от преследования. Скидка классная на центр, можно бросать с этой позиции, но Лебедев был не совсем точен, давайте скажем так. Переходим к составу уральца. Пара вратарей: Алмаз Хасанов, номер 1, Рустем Ахунов, 11. Алмаз Хасанов, к слову, защищает раму ворот команды «Уралец» на этой встрече. Полевые игроки: Евгений Ахмадуллин, 2, Рустем Мусабиров, 5, Юлия Краснова играет под номером 6, Мельников Александр, 7, Меркулов Александр, 8 номер, Сергей Иванов, 10, Григорий Долбань, 12, 13 номер Денис Назаров. Под номером 17 играет Калимухаметов Хабир, Гулов Камиль, 18, Астафьев Евгений, номер 19, Газизов, 21 Альберт, 24 номер Ахунов Камиль, Антон Матрёнин, мы о нем говорили уже, номер 29, Илья Триерер, 31, Аглям Юлгильдин,
Номер 41, по 55 номером играет Андрей Тарасов, Илья Джиганенко 68, 78 Максимов Дмитрий. Так, что предложат здесь нефтяники? Пока, ну, давайте будем честны, больше белые проводят время в атаке и как-то поджимают своего соперника, да так, что не могут уралец и периодически выйти из своей зоны. Ну, давайте посмотрим на это со стороны. В равных составах играют команды, но пока Транснефть демонстрирует нам более активную игру вторым темпом. Атака в исполнении Ирназарова. Да, нелегко приходится Алмазу Хасанову, но здесь так, линейный арбитр у нас находился рядом, все в рамках правил. Продолжаем играть дальше, ну и продолжим, завершим составами уральца. Артур Гайнулин, номер 79, Ильдар Сафин играет под номером 85, Алексей Косарев, 97, Степан Полянский, номер 99. Это был состав уральца, дорогие друзья. Для вас у микрофона прокомментирует эту встречу Андрей Зотов. Транслируем мы на канале Башкирской хоккейной лиги. Тот, что расположен в Ютубе. Есть народ на трансляции. Чатик у нас активный. Не стесняемся, дорогие друзья. Пишем. Поддержим свою команду. Лучшие сообщения мы обязательно зачитаем. Передадим приветы в перерыве. Все, кто напишет. Ну и за небольшую дополнительную плату, возможно, можем поставить какую-либо композицию по заказу. Но это была шутка. 27 человек на трансляции. Из средней зоны начинает развивать свою атаку опять нефтяники. Бросок неплохой. Дюрягин. Атака смещается на правый фланг. Благинин не успел здесь на подборе. Позволил черной таблетке выкатиться за синюю линию. И, пользуясь моментом, проводит смену. Пересменку проводят обе команды. Шатунов. Пас по диагонали не точно. Перехватывает у нас уралец. Джиганенко попытался прорвать оборону нефтяников, но пока, впрочем, это не удается. Так, по регламенту у нас 3 периода по 17 минут. Вы все прекрасно знаете, дорогие друзья. 3 периода по 20 минут у нас, согласно регламента. Ранее было по 17, небольшие изменения, но ничего страшного. Время грязное, все в порядке, едем дальше. Атака белых. За воротами тряска. Скидка на центр. Классно все проходит, но бросок не следует за этим. Лебедев на правом фланге. Можно бросать из-под защитника. Здорово, но попала шайба в Герасимова, нападающего команды Транснефть. Не смог он увернуться, там большое скопление людей. Сейчас на пятаке перед Хасаном закрывает ему обзор, но действует он очень хладнокровно и фиксирует игровой снаряд, не позволяя этой атаке продолжиться дальше. Спрашивают у нас, какой счет. Александр Коровин в чатике. Счет встречи у нас пока на данный момент 0-0. Небольшие тут с таблом, да, небольшие есть вопросы, но сейчас это быстренько все оперативно поправим. Счет в этой встрече не открыт, дорогие друзья, поэтому вся интрига еще впереди. Уралец вперед, мы болеем за вас, пишет нам Резида в чате. Ну, это я так, да, для общей, как говорится, затравочки, поэтому подключайтесь и вы, уважаемые болельщики, в чат. Поддержим любимую команду, отдельных болельщиков, братьев, отцов, сыновей и так далее. Так, Ахмадулин вдоль борта. Кто здесь будет на подборе? Кельмухаметов вступает в борьбу на закругление борта, но белые с этим не согласны. Шайбу они берут под свою инициативу и под личный контроль. Ирназаров сейчас владеет игровым снарядом. Подключается Мирюстай вдоль бортика дальше на Ирназарова. Ирназаров из-за ворот еще дальше. Скидка на пятак не получается, но каким-то образом рикошетом от защитника попадает все-таки шайба у нас в ворота. Это первое взятие ворот в этой встрече. Команда Транснефть выходит вперед. Алмаз Хасанов не устоял. Давайте посмотрим вместе с вами на повторе. Блестящий ракурс нам показывает режиссер трансляции.
Анатолий Зотов из-за ворот, собственно, глазами голкипера мы практически сейчас наблюдаем. Ну да, подставление здесь было клюшки, и вот послушаем моего коллегу, судью-информатора все-таки. Кожев, герой этого момента, и первое взятие ворот запомнится в истории этого матча. Автором первого взятия ворот запомнится Михаил Кожев, номер 20. Продолжает форсировать оборону своего соперника Транснефть Урал. Здесь, да, есть какие-то возмущения у игроков на тему нарушения правил, но не преклонен наш арбитр. Все в порядке, говорит он. Продолжаем играть дальше. Нефтяники поддавливают. Да еще как! Ой-ой-ой, здесь подножка однозначно, без каких-либо вопросов. Хорошо было видно с моего ракурса. Мы видим, что покидает ворота команды Транснефть Урал голкипер в надежде на то, что выпустит шестого полевого игрока. Но нет. Удаление. И первое меньшинство у нас удаляется, как ни странно, Юлия Краснова. Ну, подножка явно там была в исполнении Юлии. Все мы прекрасно видели. И вот прям как раз с нашего ракурса было отчетливо это видно. Вот так Юля нарушает правила. Ну, ничего страшного. В ближайшие 2 минутки будет у нее время подумать, так скажем, над своим поведением, да. Ну, вот. Поэтому в ближайшее время Краснова мы увидим во всей красе. Снова на льду Уфа-арена. Ой-ой-ой, здесь Матрёнин. И ложится под шайбу защитник Айрат Фахридинов. И классно действовал он, конечно, и в надежде, что, возможно, Матрёнин ускорится здесь, да, ложился под шайбу, под бросок. Но нет, дорогие друзья, он еще в полете, да, успел, по сути, своей клюшкой подправить игровой снаряд, потом как просто, ну, акробат, наверное, да, можно так сказать, но гимнаст хорошо встал тут же и продолжил владение игровым снарядом. Ну, очень здорово, конечно, это смотрелось со стороны, чисто здесь на опыте действовал игрок команды «Транснефть». Не позволил Матрёнину сблизиться с голкипером. И более того, еще на этом фоне у нас начинает развиваться контратака Транснефти. Откатимся немножко назад. Михаил Тряскин из центра ждет, пока партнеры выкатятся. По левому флангу проходит. Кто здесь из партнеров предложит себя. Нарушение правил нет. Продолжаем играть дальше. И чисто уже уралец, обратите внимание, отбрасывается. Не хотят они идти в атаку, но, возможно, есть этому оправдание, потому как смена звена произошла у команды «Уралец», да и «Транснефть» тоже, я смотрю, поменялись. Да, возможно, силы уже так слегка были на исходе у этих бравых мужчин, и на этой прекрасной ноте решили они поменяться с партнерами. Ахмадулин зашел слева, бросил, сам побежал на подбор, но никого из партнеров мы здесь не видели. 2 секунды, и увидим мы Юлию Краснову снова на льду Уфа-арены. Сразу в бой направляется эта прекрасная хоккеистка. Можем уже поговорить на тему того, что не удалось реализовать большинство у команды «Транснефть». Ну и по-прежнему начинают они действовать очень активно в зоне своего соперника. Ну так, наверное, в процентном соотношении, если по владению шайбой, ну со стороны, наверное, так примерно процентов 85 времени контролирует все-таки игровой снаряд «Транснефть». Не знаю пока что с уральцем. В теории они вдохновлены, возможно, победой в предыдущей встрече. Но пока отчасти это им не помогает. И непонятно, с каким настроем выходила команда. Но мы ждем и надеемся, что сейчас изменится ситуация, потому как, дорогие друзья, ну, давайте будем честны. В таком темпе «Транснефть», наверное, не сможет проводить всю встречу, да, потому что уж очень много сил сейчас тратят эти игроки. Тряскин можно бросать не точно за воротами. Лебедев можно сыграть на Тряскина. Да, получает он снова. Передача на синюю на Елизарева. Бросок рикошетом, шайба смещается правее.
2 минуты 40 секунд остается играть в первом отрезке. Джиганенко попытался побороться против сразу троих соперников. Не вышло у него это. Уралец, снова Джиганенко. Что придумает здесь? Илья может и умеет, мы это прекрасно знаем. Уже втроем подключаются партнеры. Можно здесь как-то разыграть. Скидка классная на Астафьева. Но был прикрыт ближний угол у Евгения Брындина. И как-то особо не обратил внимания на эту атаку. А тем временем открывается у нас штрафной боксик у Транснефть Урал по удалениям. 1-1, что не скажешь о счете, потому как у нас ведет команда Транснефть на данный момент. Но в ее составе удаляется Эдуард Герасимов. Сейчас поиграем в формате 5-4. Возможно, здесь как-то уралец сможет показать и начать себя реализовывать. Назаров, бросок на месте Хасанов. Шайбу фиксировать не стал. Пас от борта не проходит. Снова Назаров. Ильгиз чисто входит в зону. Матрёнин. Пас по диагонали. Какой солидный. Проходит на Джиганенко. Что придумает Джиганенко? Можно отыграть на Матрёнина. Еще и Ахунов у нас находился в районе пятака. Меркулов открытый. В теории можно разыграть через него. Нет. Бросок проверяет на бдительность Антон Матрёнин, голкипер Транснефти. Сам же укатывается на пятак. Ну, растянулись, пока уралец все делает. Максимально на опыте. Меркулов. В теории через долбан можно было разыграть направо, но как-то в самую гущу событий решили направить шайбу игроки уральца. 30 секунд, и первый период все-таки закончит в меньшинстве команды Транснефть. А как вот будет с реализацией у команды уралец, пока абсолютно непонятно. 20 секунд, время на табло. В теории есть еще шанс на одну атаку, смена звена, возможно, со свежими силами получится что-то придумать. 12. 10. Да, не точно здесь на центре не разобрались между собой игроки. И эта атака у нас свелась на нет. Ну что ж, звучит сирена. Первый перерыв окончен. Отдыхаем, дорогие друзья. Стартует второй период встречи команды Уралец и Транснефти. Пока после первого отрезка ведет у нас команда Транснефти. И здесь снова они в атаке. И уже буквально за 20 секунд до начала второго периода эта команда вновь оформляет взятие ворот. И автором становится Сергей Лебедев. Да, вот дудочник даже меня поддержал.
Ну и, к слову сказать, дорогие друзья, здесь вот были, как перед началом второго периода, да, ну кто-то из детей так отчетливо, ясно, внятно, понятно кричал «Уралец!». Приятно слышать, что и ребятишки также пришли, чтобы поддержать своих, возможно, родителей или родственников, или просто любимых игроков. Царит на Уфа-арене приятная атмосфера. Есть народ, башкирская хоккейная лига пользуется популярностью. Также прямые трансляции специально для тех, кто не может присутствовать. И в целом это навязывает на мысль о том, что есть развитие у башкирской хоккейной лиги. Правильным путем развивается эта организация и однозначно будет успех. Хотелось бы отметить, что титульным партнером лиги выступает группа компаний «Аструм». Также официальные партнеры лиги – это строительные компании «Алсема Групп» и ООО «Дон Аэро Проект Строй», дорогие друзья. Если вдруг кто только подключился к нам и не знает ничего о лиге, также скажу пару слов, что чемпионат проводится при поддержке Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, Министерства спорта Республики Башкортостан. И целями проведения чемпионата является популяризация любительского хоккея между органами государственной власти. Но пока я здесь заговорился, уже третья побывала в воротах Алмаза Хасанова. Что ж такое-то, уральца пока не складывается игра, от слова совсем. Транснефть, ну, на коне, можно сказать, да, сейчас как башкирский национальный герой Салават Юлаев. На памятнике, расположенном в районе телецентра, сейчас на всех парах к победе стремится вот именно в таком формате команда «Транснефть Урал». 3-0. Вот так вот быстро довольно-таки развиваются у нас события. Александр Мирюстай, герой момента, автор взятия ворот. Ну а мы продолжаемся двигаться дальше. Александр Елизарев, 29-й номер, попытался форсировать оборону своего соперника, но уралец с этим был не согласен. По-прежнему шайба под контролем белых. Захаров зашел в зону неплохо. Пас на Тагирова не проходит. Дюрягин вдоль бортика. Здесь есть партнеры, можно разыграть. Захаров. И из-под защитника можно бросить, и в теории на защитника своего партнера сыграть на синюю линию, но пока нет другой вариант развития событий выбирает команда «Транснефть». Ну и как показывает нам, что счет на табло, по сути, действия этой команды, они приводят к тому, что выигрывают они с разрывом в 3 шайбы. Значит, все делают правильно. Это мы лишь так со стороны можем вместе с вами размышлять и какие-то домыслы свои приводить, да, на тему «отдай этому, передай тому», а почему не отдал вот этому. Ну, нет, на поле все гораздо виднее, лучше чувствуются партнеры. Кто-то, возможно, если стоит в стороне открытой, мы предполагаем, что почему бы на него не сыграть через пас. Но вот нет, там на льду все совершенно по-другому. Возможно, призыв к действию какой-то звучал от коллеги по цеху, да, мол, отдай мне, а мы это, к сожалению, с вами не слышим. Лебедев могет и умеет, сегодня уже отличался, почему бы и не пойти на дубль. Илгельдин, бросок из-под защитника, хлестка, звонко, но не точно. Два в два. Давайте понаблюдаем за этим прекрасным выходом. Разыграли здорово. Пас на синей линии. И 4-я побывала в воротах. И снова Сергей Лебедев. Именно тот человек, о котором мы недавно говорили. 4-0. Транснефть дает жару уральцу. Вот тогда кто бы знал, что так будут развиваться события. Да, есть над чем задуматься уральцу здесь однозначно. Как-то пока у команды игра не складывается. Но у нас впереди еще больше половины матча, поэтому, я уверен, будут сделаны выводы. И уралец у нас еще поборется за возможную победу в этом матче. Ну а пока мы наблюдаем, что покидает свои владения Алмаз Хасанов. И
выходит ему на смену коллега Рустам Ахунов. Посмотрим, как будет действовать Ахунов. Хасанова мы наблюдали ранее в матчах. Никаких претензий ни в коем случае нету к этому голкиперу. И также вот по ходу этой встречи, да, ну где-то, да, были моменты. Но не сказать, что прям Хасанов не дорабатывает. Здесь также помимо вопросов, если в частности кто-то их задает голкиперу, то хотелось бы отметить, что есть вопросы и к обороне у уральца. Поэтому посмотрим, как будет развиваться событие у нас далее. Уралец предпринимает попытки, нечастые атаки, которые мы наблюдаем. Отбрасываются нефтяники и пока по-прежнему... Ой, удаление. Очередное удаление. Поднята рука арбитра. Ну что ж, продолжу я свою мысль на тему, что является целями проведения чемпионата. Так вот, дорогие друзья, это популяризация любительского хоккея между органами государственной, законодательной власти, общественных организаций, а также крупнейших предприятий республики. Помимо этого, укрепление корпоративной культуры среди сотрудников участвующих организаций, также поддержка позитивного имиджа участвующих организаций и, самое одно из немаловажных, организация досуга любителей хоккея, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, дорогие друзья. Вот такие приятные посылы у Башкирской хоккейной лиги. И в целом это только радует, наверное. Так, что у нас в чатике? Заглянем, посмотрим, кто писал, что писал. Уралец вперед, мы болеем за вас. Также сообщение от Резиды, со счетом разобрались, писал Александр. Ну и пока 32 человека на трансляции, наблюдается небольшое затишье в чате. Ну и бог с ним. Трубач поддерживает нас за место чата. Отдувается сегодня он один. Ну а мы продолжаем играть. 9 минут до окончания второй четверти. Еще минуту у нас Транснефть будет играть в меньшинстве. Вторая попытка реализовать лишнего игрока у уральца. Вот первая не сложилась. Смотрю, не владеет шайбой. Наброс на ворота от синей линии. Блокирует нападающий команды Транснефть. Не дает он сделать это Антону полноценно. Так, а вот то здесь будет первый на подборе. Выкатывается Ахунов. Довольно далеко он вышел. И цена ошибки, конечно, здесь была довольно-таки дорогая сейчас. Но нет, успевает вернуться Рустем на свои владения, так скажем. И нефтяники в меньшинстве попытаются что-то придумать. Елизарьев допускает ошибку на синей линии. Передача по диагонали проходит. Уралец может забивать. И делает это Илья Джиганенко. Автор первой заброшенной шайбы в составе уральца. Ну и вы сами слышали все, дорогие друзья, как сорвал он зрительские овации в УФА-арене. Да, однозначно заждались уже болельщики уральца заброшенных шайб, проголодались в этом плане, наверное, можно сказать так. Ну и на трибунах УФА-арены также были в недоумении гости. Когда же, собственно, начнет забивать уралец? Транснефть, пятый полевой игрок, вступил на лед УФА-арены. Через Кожева вдоль бортика направо Шатунов был. Владел игровым снарядом. На синей линии Благинин у нас открытый, получает передачу. Отправляет вдоль борта за ворота. Тут пропускает у нас шайбу игрок белой майки. Но находит она себя в виде Александра Мирустай. Здесь бросок никто не ждал. Нежданно-негаданно. Вот так Ильгиз Назаров застал врасплох Рустема Ахунова. И бросок-то был, не сказать, что сильный, но довольно-таки хитрый, дорогие друзья. Потому что даже не смотрел он практически в сторону Ахунова. И так вот с
скрытно, можно сказать, из-под защитника застал врасплох Рустема. Уступает снова уралец, минус 1, 4 шайбы разделяют эти команды, счет встречи 5-1. Играть еще 6 минут, покажет матч, все расставит на свои места. Уралец, самое главное, наверное, для себя начал забрасывать. Транснефти никаких претензий нету от слова совсем. Набрали они 5 голов. Все здорово. Эта команда. Лебедев может оформить хэт-трик и делает это. Сергей Лебедев на ваших экранах. Сейчас будет повтор момента. Рустем Ахунов не смог ничего противопоставить своему оппоненту. И это хэт-трик Лебедева. Трубач поддерживает. Разыгрываем мы с вами в средней зоне. По классике, после взятия ворот. 5-1 ведет Транснефть. Все комфортно. У этого коллектива. 6-1, да, у нас счет. Поправили табло и продолжаем двигаться дальше. Транснефть не намерена останавливаться на достигнутых результатах. Только вперед и только победа. Скорее всего, девиз по жизни у этой команды. Ну а пока понаблюдаем за атакой 2 в 2. Юлгильдин не смог ничего предпринять против своих оппонентов. А здесь как будет развиваться события у нас, а будут они развиваться следующим образом, что Транснефть пытались выкатиться 2 в 1, не получилось. Ирназаров, второй темп атаки. Ай-яй-яй, досадно. Да, Кожев не дотягивается до шайбы. Хотя положение-то было такое. Для броска вполне себе хорошее. Сходу, конечно, не получилось бы сделать это у Кожева, но в теории принять, развернуться и нанести бросок. Пространства было более чем достаточно. Но что было, то было. Уралец из глубины обороны пытается развить свою атаку. Кильмухаметов за шайбой не успел. Иванов. Белые перехватывают. Практически поперечная шайба проходит. Галиуллин. Пас на Галиуллина был. Кожев. И здесь, да, делает арбитр замечание. Уж больно высоко, говорит Кожев, поднял свою клюшку во время броска, поэтому игра у нас остановлена. Переносимся в район синей линии команды «Уралец». Ну, вы сами можете все слышать, дорогие друзья. Есть болельщики уральца. Ой-ой-ой. Перекладина у нас здесь. Отчетливо я слышал звук перекладины. И вот в этом моменте снова Рустема Ахунова выручает, как говорится, лучшая подруга вратаря. Штанга или перекладина. Полторы минутки остается у нас до окончания второго периода. В целом, ну, конечно, не увидели мы какого-то переломного момента, да, что либо, так скажем, начали иссякать силы у Транснефти, либо как-то Уралец активизировался. Да, Уралец, дорогие друзья, активизировался, забросил этот коллектив одну шайбу, но пока для победы в этой встрече этого однозначно не хватает. Здесь может быть опасно, и как же сейчас не дотягивается Михаил Тряскин. Можно было практически в пустые ворота перенаправить Рустему Ахунову игровой снаряд. Ну и также воспользовался моментом Тряскин. Увидел, что Ахунов на мгновение как-то выбыл из игры, да, но в том плане, что
сместил свой центр тяжести он ближе к льду и находился все-таки поближе к левому створу ворот, к левой штанге, если быть точнее. Но не сумел Михаил Тряскин вовремя там как-то скоординировать свои действия. В общем, что было, то было. Едем дальше. Так, 15 секунд, наверное. Последняя атака нефтяников. Классная передача. Разыгрывают вдвоем эти бравые мужчины, но Ахунова снова, по-моему, выручает штанга. Жиганенко. Бросок не точно. Добивание. В исполнении Матрёнова. Звучит сирена. Прерываемся. Прошла минута перерыва, буквально, наверное, показалось как секунд 10, и мы снова возвращаемся в игру. Это третий период, первой встречи третьей игровой недели или третьего игрового дня, кому как удобней. На льду, собственно, команды Транснефть и Уралец. 6-1 по итогам двух отрезков. И когда начинали мы с вами этот матч, уважаемые болельщики, я вам сказал, что по регламенту лиги действительно проходят встречи 3 периода по 17 минут, так оно и есть. Но вот первый период почему-то поиграли мы 20 минут. Ну да ладно, больше хлеба, больше зрелищ, как говорится. Ничего в этом нету. Возможно, где-то с таблом были какие-то технические проблемы. Или просто кто-то забыл. Бывает такое. Так, у нас здесь отбрасывается Уралец, но Матрёнин там на острие находится у команды Транснефть практически перед воротами. Было, конечно, опасно. И опять прессинг такой приличный складывается на голкипере команды Уралец. Это Рустам Ахунов. В очередной момент он фиксирует шайбу. Говорили мы про Антона Матрёнина, что очень часто мы его видим там, в самом, так скажем, острие атаки, да. Ну и хотелось бы сказать пару слов, что у нас Антон Матрёнин — это вице-президент Башкирской хоккейной лиги и также депутат Госсобрания Республики Башкортостан. Но раз мы уже сказали про вице-президента, то здесь и грешным делом не назвать депутата Госсобрания Республики Башкортостан Дениса Назарова, потому как он является президентом Башкирской хоккейной лиги. Вот так вот, дорогие друзья. Продолжаем дальше наблюдать за развитием событий. Ну, честно говоря, интересно мне. Смотрите, давайте рассуждать вместе с вами. 15 минут, 14,5 до окончания встречи. В теории за такое время, конечно, 5 шайб отыграть можно. Другое дело, сможет ли сделать это Уралец? Как и за счет чего этот коллектив может это сделать? Рассуждаем дальше. Транснефть провела очень активные первые 2 периода. И сейчас также мне очень любопытно посмотреть, а как, насколько сохранится темп
Вот также сможет сохранить темп в этой встрече этот коллектив. Третий период, 2 периода работала эта команда. Ну, если не на убой, то в таком очень активном, высоком темпе. А сейчас же мы наблюдаем с вами, что слегка подсбавили белые. Ну и на этой прекрасной ноте почему бы не взять уральцу инициативу в свои руки, начать отыгрываться, а там и, может быть, и к победе может привести коллектив уральца вот эти самые действия. Ну, посмотрим. 13,5 минут. Пока какой-то сверхактивности от уральца мы с вами не наблюдаем. В чатике нам пишет Александр Коровин: уралец, мы верим в вас. Вперед к победе. Так тоже поддерживает свою команду. Ну а мы же пока находимся как раз таки в зоне уральца, но под контролем шайбу держит нефтяник. Есть нарушение правил, да, и здесь Рустам Ахунов, ну, показывает недовольство, да, что все-таки нападающий команды Транснефть Урал как-то после фиксации Ахуновым шайбы все-таки пытался какие-то активные действия там сделать. И на этом фоне Рустем там слегка клюшкой-то подмахнул. Но благо для Тимура Тагирова откатился он в сторону, не стал создавать конфликтную ситуацию. Наверное, и понял сам, что где-то не все правильно сделал в этом моменте, и с чувством уверенности отправился в штрафной бокс. Отвлекся я немножко, понаблюдал здесь как раз к Тимуру Тагирову. Судя по всему, коллеги подошли и так пятюнечку дали, он через крагу поддержал. Продолжаем наблюдать за развитием событий дальше. Вчетвером остаются коллектив Транснефти. И пока слову на руку этой ситуации сейчас уральцу. Джиганенко не смог побороться на синей линии. Все это привело к тому, что Транснефть в меньшинстве попытался убежать в атаку. Ахунов снова ошибается. На синей линии перехватывает белый, но Ирназаров своевременно перехватить у соперника шайбу не удается, в общем, Ирназарову это сделать. Антон Матрёнин можно бросать, как он любит, из-под защитника, с правого фланга, но здесь, как говорится, допустил сам небольшую ошибку, да, бросок не получилось сделать, он оказался блокированный нападающим команды Транснефть. Но тут же Матрёнин реализовал этот момент, откатился назад, поборолся, оставил шайбу за своим коллективом. И, собственно, на этом фоне атака уральца-то и продолжается. Газизов. На синей линии Меркулов практически один находится. И Джиганенко уже подключается к пятаку вдоль бортика. От Транснефти Благинин. Да, неплохо вдоль борта отрывает Мирюстай. Здесь можно убегать, и убегает он от защитника. И более того, забрасывает седьмую шайбу. Александр Мирюстай. Это дубль Александра. Ну, по крайней мере, 2 заброшенные, я точно помню. Протокол, к сожалению, не веду. Прошу прощения. Но отчетливо помню, что Александр как минимум 1 раз уже в этом матче у нас отличался. Отсюда и дубль. Ну, если будет хэт-трик, то я буду только этому рад, слову. Ну, поддержать Александра. Классный матч в целом. Конечно, подразумевал, наверное, немного иную борьбу. Но как получается, так получается. Поэтому, пользуясь моментом Александра Мирюстая, почему бы и не хэт-трик. Да еще и время есть для этого. 9,5 минут остается играть в третьем периоде, уважаемые болельщики. Красавчик, кричат уралец. Сафин в своей зоне на подборе первый. Да.
здесь, как правильно назвать-то, мотивирующий тренер, наверное, да, вот так вот можно сказать, команды уральца уже подключается. Где-то он с трибуны, зрительской трибуны настаивает на том, что нужно играть жестче, нужно играть быстрее. Ну, вы сами, наверное, можете услышать, дорогие друзья, все прям сообщения тренера по мотивации комментировать я не буду, а мы продолжаем дальше. Благинин бросал из-под защитника, на месте Ахунов. И 5 секунд остается до выхода пятого полевого игрока у команды «Транснефть». К сожалению, для болельщиков уральца в очередной раз не удается этому коллективу реализовать большинство. Тагиров на льду в полном составе. Продолжают играть нефтяники. Неплохая позиция была у Данила Дерягина, но полноценно бросить не дали в том моменте. Двигаемся дальше. Терехин. На синей линии поперечный пас на партнера. Тут дальше вдоль борта. По правому флангу решили зайти белые в этот раз. Дюрягин слегка, да, затянул на синей линии слегка. И вот едва ли эти действия послужили тому, что уралец под свой контроль взял шайбу. И тут у нас небольшие... Да, пару ласковыми словами обвиняли здесь игроки уральца и Транснефти. Где-то на серединке встретились там. Видел я отчетливо, что Александр Елизарев был. А что вот этому предшествовало, к сожалению, не наблюдал я. Ну ладно. Лед холодный, остудит пыл парней, я уверен. Парней, мужчин, собственно, и всех. Бросок с неудобной руки в исполнении Ильи Джиганенко. Но Евгений Брындин на месте. Готовимся к вбрасыванию в зоне белых. Чуть меньше 5 минут остается играть в третьем периоде. Сергей Лебедев на ваших экранах мчится. Ой-ой-ой, есть! 8-я шайба побывала в створе ворот Рустема Ахунова. Но если, так скажем, не в его створе лично, то как минимум в створе ворот команды ХК «Уралец». 8-1. Счет становится все более и более неприличным для коллектива команды «Уралец». Но есть еще 4 минуты, и в теории почему бы не отыграть пару шайб команде в зеленых майках. Лебедев назад. Шатунов сразу бросает зону. Шатунов здесь на подборе первый оказывается Тряскин. За воротами он переводит на Лебедева. Лебедев бросает. Ахунов отражает этот бросок. Благинин. Шатунов возле бортика. Дальше вдоль него отдает на Лебедева. Лебедев фланг атаки меняет. Через борт длинный пас на Тряскина. Тот уже за воротами находится. Перед воротами горизонтальное положение перевели Герасимова. Не дают ему особо там расположиться. А он активно выталкивает оттуда Меркулова. Ой-ой-ой. Ахунов в горизонтальном положении, но шайбу отражает. По диагонали на Шатунова. Тот опять такой своеобразный длинный парашютик запускает вдоль борта. Но на подборе первый оказывается уралец. В касание Кельмухаметов хотел отдать пас на Юлгильдина. Но не прошла эта передача.
На всех парах Дюрягин подключается к Ахунову. И здесь на троих буквально сейчас разыграли игроки команды Транснефть Урал. Ну, вот этот момент, конечно, был классный. Повтор его на ваших экранах, дорогие друзья. Тем временем Артем Кузнецов нам в чате пишет: Транснефть вперед. И да, очень здорово разыграл сейчас коллектив Транснефти. Ну, очень зрелищный и красивый гол, на мой взгляд, оформили игроки в белых майках, дорогие друзья, втроем, трое коллег. Никто не пожадничал до последнего. До последнего момента они растягивали Ахунова, и здесь опять нежданчиком 10-я гроссмейстерская заходит в ворота Рустема Ахунова, и ее автором становится Даниил Дюрягин, дорогие друзья. Дальний бросок. Не ожидал Ахунов такого расклада событий. Но, своими словами, не готов был отражать этот бросок. Собственно, отсюда и счет на табло 10-1. Транснефть уверенно ведет по ходу этой встречи. Есть над чем задуматься уральцу. Джаганенко. В зону зашли, но недолго. Как говорится, музыка играла здесь уже белые. В зоне своего соперника. Кожа вдоль борта. Кто будет первый на подборе? По диагонали пас обратный на Кожева проходит. Тот поближе к Ахунову. На пятак отправляет. Там опасно. В опасном положении находился Александр Мирюстай. Ну, по крайней мере, опасным для Ахунова. Выгодным для себя. И стартует у нас уже завершительные 30 секунд. Ну что ж, давайте будем откровенны. Поздравляем мы с победой команду Транснефть Урал. Очень уверенно они обыграли команду Уралец. Не оставили практически никаких шансов этому коллективу. Уралец сегодня уступил. Но я уверен, что сделает определенные выводы эта команда. И на следующую встречу уже мы... В следующей встрече мы увидим этот коллектив немножко с другого ракурса. В целом, все лучшие, важные победы, наверное, у обеих коллективов, у обеих команд еще впереди. Ну а тем временем матч окончен, дорогие друзья. Для вас прокомментировал эту встречу Андрей Зотов. Смотрите хоккей, любите хоккей. Впереди у нас ждет еще 2 противостояния. Поэтому можете не переключаться, канал БХЛ также будет их транслировать. Всего доброго, до новых встреч!